большое значение для изучения истории наших стран. Цель этого урока заключается в том, чтобы все зрители и сверстники из России познакомились с жизнью и делами первого сербского просветителя святого Саввы, который известен не только в Сербии и в Республике Сербской, но и в России. Хочу поблагодарить директора школы Владу Иванишевича и его коллег за поддержку. Сегодняшний урок совместно подготовили преподавательница русского языка Галина Бокич и преподавательница сербского языка Гордана Милоевич. И, конечно, наши студенты. Давайте послушаем их. Спасибо. Родился он в 1169 году и еще с детства показал всем, что наделен замечательными дарованиями. Когда ему было 15 лет, отец ему отдал одну часть своего государства, чтобы он учился управлению. А когда ему было 17 лет, родители уже думали о том, чтобы его женить. Но уже начал думать о том, чтобы удалиться от мира и уйти в монастырь и посвятить себя Богу. Jednom, kada su ga roditelji pozvali u dvor, verovatno radi ženitbe dođu i neki kauđeri iz Svete Gore, a među njima je bilo i Rusa. Rastko se upozna s njima, raspita se kako se živi u Svetoj Gori, pa kad je saznao da je tamo upravo onako kako je želeo, dogovore se da zajedno idu u Svetu. Однажды, когда его родители пригласили во дворец, вероятно, ради вступления в брак, пришли
1069 году больницу, первую на территории сербского государства. Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjovjekovne književnosti, pa je stoga i zaštitnik prosvjetnih ustanova. Sveti Sava je 1219. godine izdejstvovao autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, a njegova dela na Mokanu 1220. i Sinodik pravoslavlja 1221. godine postali su pravni i duhovni stubovi srpske književnosti i državnosti. Sava je obnovio manastir Hilandar, Sveti Gorak, zajedno sa svojim ocem Nemanjom. Taj manastir postao je žarište srpske kulture. Святой Сава считается основателем сербской средневековой литературы и, следовательно, покровителем образовательных заведений. Святой Сава в 1219 году добился самостоятельности Сербской православной церкви, а его труды на Маганон и Синодик православия стали юридическими и духовными основами сербского